Раз, 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 два, три, раз, два, три. Все, нормально, проверь. Ближе, ближе, ближе. В Санкт-Петербурге проживает большое количество осетин, по разным оценкам, от 8 до 15 тысяч человек. Многие из них делают успехи в разных отраслях, в учебе, в спорте, культуре, музыке. Другие достойно представляют нашу республику на городских мероприятиях. Сегодня мы встретимся и побеседуем с участницами конкурса «Национальная краса Санкт-Петербурга». Это Зарина Дзампаева и Ирина Гагиева. Встречайте. Здравствуйте, дорогие друзья, наши подписчики, телезрители. Мы подготовили несколько вопросов для общения с Ириной и Зариной. Это будет, скорее всего, даже не интервью, а такая беседа, знакомство с земляками. Девочки, здравствуйте, пожалуйста, расскажите о себе, чем занимаетесь в Питере, в какой сфере работаете. Здравствуйте, меня зовут Зарина Дзампаева. Я приехала в Петербург в 2013 году, поступив учиться на экономиста в Финэк. С третьего курса начала работать, и так и осталась, продолжив свою трудовую деятельность. Прописано в Петербурге, да, наверное? Прописано уже в Петербурге, да, почти с недавних пор. Еще параллельно танцуешь в ансамбле, да? Конечно, как без этого, без такой разрядки, такой в конце недели, когда очень устаешь от учебы, от работы, от других дел. Приходишь в свой любимый ансамбль «Нарт», танцуешь, параллельно я еще занимаюсь музыкальными инструментами в ансамбле «Ристон». Вот, и что помогает мне, в принципе, держать себя. На каком инструменте играешь? Дала фандур, дувада, штанун фандур. У вас недавно выступление было на городском мероприятии, назывался концерт, мы вместе такой большой концерт, да, был? Да, Расскажи, пожалуйста, что за мероприятие, какие танцы танцевали? Ежегодно проводит комитет, по-моему, по межнациональной политике такой фестиваль, где собирает лучшие творческие коллективы города, чтобы показать наш колорит в Петербурге. У нас действительно очень много народов. Вот, и мы ежегодно принимаем участие в этом концерте, танцуем. Традиционно это наш танец самый массовый щим. Также иногда и другие танцы выставляем. Бывает очень интересно. До Петербурга танцевала где-нибудь в Осетии, может быть? Ой, может, в далеком детстве. Лет в 7-10 ходила, а так? Молодец. Ирина, а вот я смотрел, когда по ходу уже конкурс дошел, за тебя очень много подписчиков комментарии писали, и ристоновцы. Ты, наверное, в ансамбле Ристон танцуешь или танцевала, почему они за тебя так более? Да, я танцевала в ансамбле Ристон. Поддержку ощутила не только от ансамбля Ристон. Нарт мне очень помог, чем я благодарна. Я не ожидала, потому что я к ним не ходила, особо не была знакома, поэтому мощную поддержку я ощутила. Вообще основная моя сфера деятельности, я операционная сестра. Салон — это я занимаюсь лазерной эпиляцией. Вот, это уже больше как подработка. Хороших тебе клиентов. Земляки, обращайтесь, мы Побольше оставим ссылки в описании, да, кому нужно будет. Для земляков будут какие-то скидочки? Конечно, вы главное приходите. Девочки, пожалуйста, расскажите, откуда узнали о конкурсе, из каких источников, как это все происходило, пожалуйста, расскажите. У меня есть моя знакомая Марина Тавмасян, она является организатором, одной из организаторов этого конкурса. В последний день, когда можно было подать заявку еще на этот конкурс, она пишет: Зарина, вот давай ты поучаствуешь, представишь осетин в этом конкурсе. Ну, сложности у меня не возникло, поскольку к сцене я более-менее так привыкла, поскольку танцую, да, в ансамбле. Времени не было думать, и я решила согласиться. Пускай это будет таким опытом. Ирина, ты откуда узнала о конкурсе? Я узнала о нем через Зарину. В прошлом году, как ее фанат, пришла поболеть за нее. А в этом году уже она почти заставила меня поучаствовать. Но у меня была другая проблема, несмотря на то, что я танцевала в ансамбле. Я все-таки боюсь сцены, тем более, когда ты одна, не в массе. Но она оказалась настойчивой, я согласилась. И на самом деле спасибо тебе, Зарина, за это, потому что я получила много эмоций новых, много переживаний положительных, отрицательных. И в этом году уже стала финалисткой конкурса красоты. Кстати, это, наверное, будет традицией в последний день отправлять заявку. Проблема общения с людьми у меня никогда не стояла. Именно стоять на сцене одной, что-то рассказывать, показывать, вот это больше волнительно. У вас там какие-то были тренинги, да, еще? Вот я видел конкурс по раскрепощению, читал у тебя в анкете. Что это такое? Да, нам устраивали такой этап, где пригласили эксперта, который помогал нам психологически ощущать некий комфорт, когда ты представляешь себя на сцене. Потому что это действительно, как и я подтверждаю слова Аришки полностью, то, что самое сложное было выйти одной на эту сцену, потому что сколько раз я не выходила на сцену, я была всегда в массе, где-то даже если парни танец сольный, то все равно это, есть люди с тобой на сцене, ты не один. А тут ты выходишь один, и на тебя ложится вся ответственность при представлении твоей нации на этой сцене. Вот люди пришли, они смотрят и хотят увидеть осетинскую культуру, а ты единственный человек, который ее представляет. И, конечно, это груз, это больше ответственность, что ты представляешь не себя, Зарина, у тебя бесланцы сильно болели, да? Бесланцы? Бесланцы, да. Из Владикавказа? Владикавказа. Смотрите, на вас были национальные костюмы, да, вот
называется, как он называется? Национальный свадебный костюм. Ражгам тогда. Кто представил вам или, может быть, свои костюмы на прокат взяли? Свои не на прокат, я танцую, поскольку в ансамбле Ансамбле. НАРТ, да, при Остинском землячестве, у меня труда не возникло, да, я взяла костюм, в Содействие. котором танцую, да. А я То же хочу самое. прямо сказать спасибо нашему землячеству, потому что ни одно из платьев здесь, в СПБ, мне не подошло. И я была в отпуске в Осетии, там нашла платье, они мне его купили. Ну, то есть они его купили как бы для ансамбля НАРТ, но на момент проведения конкурса платье было у меня, за что им большое спасибо. Вот, все были в восторге от этого костюма. Молодцы. Вот, с какой программы вышли на... Вот я знаю, у тебя был какой-то кулинарный... вот я кулинарный конкурс был, там пироги рассказывал. У меня Ну, тоже. Конкурс у нас стартовал в этом году 1 октября. У нас было несколько этапов. Начали мы с общего собрания, где нас ознакомились с расписанием. В принципе, мы познакомились с организаторами. Было несколько этапов. Это спортивный, интеллектуальный и кулинарный. Вот, победительницей которого я стала. Помимо таких этапов у нас был еще, так сказать, для души. То есть мы, например, ездили в дом-интернат с концертом. Правда, я опоздала. Но я видела горящие глаза детей, которые уже уходили с концертного зала. Им так понравилось, что танцевали, пели. Они были в восторге. То есть, конечно, спасибо конкурсу еще и за то, что мы смогли выбраться и подарить вот такие эмоции детям. Есть что-то добавить, Зарина, может быть, какие-то свои особенности? У нас не было вот такого концерта, как рассказала Иришка, но в целом этапы были практически те же самые: спортивный, кулинарный. Да, у нас также была фотосессия в национальных нарядах, где мне отвели 40 секунд непрерывного щелкания. На самой площадке между конкурсантами какая была обстановка? Или, может быть, была вражда у вас, конфликт какие-то между конкурсантками? Я считаю, что мне вот именно в этом плане очень повезло. Мои все соперницы, они были очень открытые, доброжелательные, дружелюбные. Могу сказать, что да, все девушки разные, и есть те, кто свои интересы ставит выше остальных, но в целом хочу отметить, что обстановка была дружелюбная, не было таких, что пакостили друг другу. Нет, могу сказать, что достаточно дружелюбно провели. Мне кажется, это и есть основная цель конкурса: показать все многообразие, да, наших народов, показать взаимодействие, что мы живем в одном городе, общаемся, дружим. Вот, мне запомнилось, Зарина, у тебя из программы фраза такая, ты написала, что в твоем резюме: не важно, какое займу я место, главное, что я буду достойно представлять республику. Вот, у тебя какая программа тоже была, пожалуйста, расскажи, может, на что ты сделала акцент, на культуру, на кулинарию, вот, ты заняла, по-моему, место почетное. Да, я забрала кулинарии. номинацию. Ты сама готовила это все или помогали? Мне помогали. Проблема в том, что не все печи пекут очень хорошо, поэтому, да, я попросила помощи. Я презентовала осетинские треугольные пироги. Мне кажется, что о них не знают. Ну, то есть, да, мы осетины, мы понимаем, а все остальные, они их даже не увидели бы нигде. Мне показалось интересно рассказать о них, когда их пекут, зачем их пекут, с чем их пекут. Вот, и провела небольшой мастер-класс. Потом у вас, наверное, была дегустация, да, пробовали? Дегустация была всего. Пиво было осетинское? Конечно, я когда его принесла, все сказали: ага, с козырей пошла. Потому что я в прошлом году то же самое презентовала, и они были просто в восторге. А вот вы сами пробовали блюда других национальностей, которые, что Да, может запомнить, да. понятно, что там острое, очень соленое, какое было? Может быть. Были такие, кто мясо, допустим, не кушает, эти вегетарианцы там, может быть? Нет, вегетарианцев не было. Вот там у вас участие принимал дядька такой из сериала «Моя прекрасная няня» на канале СТС. У нее универ, у меня У меня прекрасно. универа был Сильвестр. Какие-то еще, кроме этого, еще были публичные личности, которые можно рассказывать, что вам интересно, может Совсем. получилось с ними сфоткаться там? Как? Ну, в принципе, все члены жюри в какой-то своей отрасли знаменитые, но просто широкой публике известны, да, вот эти вот персонажи, это участница битвы экстрасенсов и актеры. С некоторыми даже получилось пообщаться, с кем-то сфотографироваться. Вот завтра голосование, да, финальное. Вот сегодня, бывает обычно мандраж какой-то, может быть, бессонная ночь была у вас, как вы волновались или думали, будь что будет, или как вот проходила эта обстановка, пожалуйста, расскажите. Чего проходило? Я прекрасно уснула своим лидерством. Ты лидировала? У меня был Потом? отрыв очень большой, у меня было 600 голосов, у участницы на втором месте, ну, потенциальном, да, было 200 голосов. Я уже обречена была на успех, все мне это говорили, все просто. И тут второй день уже, вот день конкурса. И чем ближе к совершению голосования, я просто захожу, и
и вижу, что лидирует Бурятия с отрывом там 3000 голосов. И я Накрутили, да, мне уже буряты? было... Ну, не знаю, но мне уже было все равно, честно Знаменитые говоря. накрутчики. Да. Вы присматриваетесь, да, к девочкам, ну, из наших, ну, из числа наших земляков, присмотритесь, выдвинем потенциальную, подготовим заранее ее и Я вот подготовим выдвинула в информационно. этом году, в следующем году я не Да, знаю, преемницу кого себе ищите преемницу, и мы вместе в следующем году хорошо поработаем, чтобы нормально продвинулось. Ну, неужели нас больше 10 тысяч здесь? Ну, конечно, мне кажется, допустим, Зарина говорит, в прошлом году голоса был большой отрыв. В моем случае, нет, я уснула, кстати, хорошо, я выспалась перед концертом, голосование не наблюдала из принципа. В следующем году мы просто обязаны... Надо газануть в следующий раз. Может, у вас какие-то есть пожелания для наших земляков, для Осетии Петербурга, для Осетии? Ну, я хочу сказать, будьте ближе друг к другу, помогайте друг другу, сплочение — это наша сила. Мы разные, в этом наша особенность, да, но мы вместе, и в этом наша сила. Сила, все Какие бы мы правильно. разные не были, да, у нас, а мы все действительно разные, вот, но мы все объединены великим прошлым, которое нам завещали наши великие предки, и если мы будем вместе, у нас есть шанс сохранить такое великолепное, я не знаю, и культуру, Богатство. и традиции, богатство, да. И просто я желаю, чтобы мы это не потеряли, хотя бы сохранили, чтобы наши потомки имели какую-то возможность это приумножить, развить и так далее. Ирина, есть что добавить тебе? Да, я, в принципе, рада, что конкурс дал столько впечатлений, новых людей, новые знакомства. Я не знаю, могу только отметить, что он не только дал, но и забрал, что тоже неплохо. У тебя открылись глаза на какие-то моменты, на каких-то людей. Ну, в общем, в любом случае, это прекрасный опыт. И спасибо всем организаторам. Я хочу дополнить. Самое важное, что нам удалось сделать, а нам это удалось сделать, это представить нашу республику. И на достойном уровне. Мы не Молодцы. упали в грязь Надеемся. лицом. И я надеюсь, что все у нас получилось хорошо. Ну, спасибо вам большое, что нашли время. Сегодня Спасибо. побеседовать. Я думаю, что это наша не последняя встреча, еще будем следить за новостями. Да, даст Бог, что мы в будущем встретимся. Обращаемся ко всем землякам, осетинкам Санкт-Петербург, кто только собирается в Петербург. Если у вас есть желание на следующий год принять участие в конкурсе «Национальная краса», обращайтесь либо ко мне в администрацию, в директ пишите, либо к Зарине, либо к Ирине. Оставим ссылки в описании. Они вам помогут все подготовить, да, и чтобы достойно мы Обязательно. вместе сделаем, да, этот В шаг. я следующем думаю. году распишем инструкцию Да. пошагово, зайти в контакт, проголосовать. И вот все четко, чтобы было, и мы выиграли. Ну, третий раз же. Надо забирать уже третий раз, я думаю, должен быть наш, поэтому, ребята, пишите, звоните, пишите, да. До свидания. Дорогие друзья, от нас всех, нашим девочкам подарим такую книжку Тамилана Камолова, профессора Осетии веха истории. За сувенирами осетинскими приходите в Дукане СПБ, ссылки в описании. Тебе на память, Спасибо. читайте на здоровье, мы осетины, мы самые лучшие. Спасибо. Это разное. Да, молодец.